Русские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. За эту победу многим пришлось заплатить огромную цену, проявив неимоверное мужество и массовый героизм. Безвозвратные военные потери Советского Союза составили более 12 миллионов человек, а вместе с гражданским населением свыше 26,5 миллионов человек. Многие из тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, были люди разных национальностей, вероисповедания и профессий. В битве за Кавказ и, в частности, в обороне Малгобека участвовал и выдающийся актер Владимир Этуш. В 1942 году он в составе 197-й стрелковой дивизии защищал главный рубеж на подступах Грозненской и Бакинской нефти, за что и был награжден медалью за оборону Кавказа. Малгобек в моем сознании – это огромная гора, которая была испещрена снарядами и трупами. Советские войска не пустили немцев туда. И как раз произошла победа под Сталинградом, мы их не пустили, и туда тоже, и разбили там, и вот эта вся история с Паулюсом, фельдмаршалом, которого пленили. И они начали оттуда бежать, а мы их начали подгонять с Кавказа. Павел Бецкий также один из тех, кому довелось защищать Малгобек в годы Великой Отечественной. 18-летним юношей его призвали в ряды Красной Армии. Служил в 176-й стрелковой дивизии разведчиком. Бои за Кавказ в 42-43 годах, которые продолжались 442 дня, велись в небе и на земле, вспоминает ветеран. У врага была только одна цель – прорвать оборону, но благодаря мужественным воинам им не удалось ее осуществить. Нас завезли с этой стороны, со стороны Вознесенки. И там построили нас. Еще было темно, пришли покупатели, это так называют, отбирают. Ну и подходят, спрашивают фамилия, образование. Ну, я говорю, что я учитель. Спрашивают, язык какой учил? Немецкий. Ясно. Куришь? Не курю. Выходи. И нас отобрали 5 человек в полковую разведку. Малгобек переходил из рук в руки несколько раз. Вы знаете, где стоит танк. До этого места он дошел, а дальше не прошел. Великая Отечественная война оставила выжженный след не только на полях сражений, но и в жизни и в памяти многих ветеранов. Одним из таких являлся и Василий Онищенко, защитник Малгобека. Он служил в 337-й стрелковой дивизии связистом. Борьба за Малгобек была ожесточенной, вспоминает ветеран. Много людей тогда полегло под Малгобеком, но никто сдаваться не хотел. Несмотря на голод и холод, все шли в бой и были уверены, Малгобек они отстоят, и добраться до заветной нефти врагам никто не даст. День немец наступает, а ночь мы наступаем, отбиваем вот эти все атаки. Атака за атакой, танки идут, пехота идет, цепями отбиваем, самолеты нас бомбят беспрерывно. Чтобы сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Великую Победу, и была запущена акция «Лица Победы», которая впоследствии должна стать достоянием сегодняшнего и будущих поколений. «Лица Победы» – проект, объединяющий судьбы поколений героев 40-х, а также их потомков. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. 4 года войны, а значит столько же лет боли, голода, потерь и ужаса. Мы в вечном долгу за образец мужества и самопожертвования, которые были проявлены воинами Великой Отечественной войны в тяжелых боях за родную землю. Тысячи человеческих жизней отдано за мир, согласие и свободу. Память о них всегда жива, ибо никто не забыт и ничто не забыто. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Светлана Томова, Новости 24.